Росгвардия уже появилась. Новые участники спектакля. Сегодня начала работать техника, причем завезли второй трактор. Сменился экскаваторщик, тот уже, видимо, устал. Вот. И сегодня вот женщины бросились там под эти гусеницы в очередной раз. Но сегодня было сложнее. Сегодня Росгвардия уже не пускала нас. Чьи законы они защищают, я не понимаю. Когда тут все вот начиналось, где вы были? Я случайно узнал. Вообще случайно. Вы все случайно почему-то узнаете? А вы знаете, слышали, лучше поздно, чем Случайно никогда. узнали, когда участок уже вырубили. Гектар вырубили. Значит, надо остановиться и высадить обратно. Звонил депутат Заксобрания только что недавно, Слабунова Эмилия Эдгардовна. Просила сообщить официально, что она подготовила обращение в прокуратуру. Сейчас работает в этом направлении. И очень настаивает на том, чтобы здесь не происходили никакие строительные работы. Произрастают краснокнижные растения. И мы сейчас, как добропорядочные граждане, мы занимаемся предотвращением возможного совершения преступления. Здесь зафиксирован прокуратурой факт самозахвата территории. То есть получается, что в периметре забора находится часть рекреационной зоны. Разрешение на вырубку леса в рекреационной зоне никто не давал. Я думаю, что это вообще кража. Потому что определенные лица этот лес вырубили и продали. Ночью неизвестные лица сломали забор, убежали. Разбираемся, была вызвана Росгвардия, полиция. Вот мне как рассказали, они приходят, вытовки стекла сломали, строительные техники вот тоже стекла сломали. Зачем? Забор у них сегодня упал, обвиняют людей, вот, простых людей, что упал забор. Так у них есть охранник, он, наверное, пошел да уронил. И сейчас вот пока участковые стояли, забор сам упал. Хорошие парни. И Конституцию знают. Молодцы. Законы знают. Нас охраняют.